Добрые и заботливые мамы, внимательные сестры, верные супруги, участливые дочери и умудренные опытом бабушки. Наш народ всегда гордился своими женщинами. Историческая память о многих из них до сих пор живет в сердцах потомков. Визуальную в старинных семейных фотографиях и картинах представил вниманию зрителя Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова на выставке «Женщина. Хранительница народа». Если говорить про историческое становление, то сама женщина не менялась. Конечно, менялось одеяние, но не менялась ее роль и значение для ингушей, потому как ей отдавалось очень важное значение и важная роль. Выставка интересна тем, что собрана не в одну экспозицию, а разбросана по всему музею. В зале археологии экскурсовод расскажет о знаменитых картинах, принадлежащих народному художнику республики Хошахмеду Имагожеву. Мастер уделяет внимание при написании своих работ исторической тематике, и в них мы отмечаем не просто, как видит автор ту или иную эпоху, а какой она была на самом деле. Дело в том, что художник тщательно изучает материал, прежде чем взяться за кисть. В серии его картины есть не только строители башен, фольклорный герой Калой-Кант, но и женщины, амазонки и знаменитая Аби. Это легенда о женщине, которая помогла ингушам отстоять свои равнинные земли. Был территориальный спор, и в ходе которого старейшины предложили финальный поединок, и один из старейшин предложил именно эту женщину Аби, которая ударом сломала бедро кабардинскому князю. Позже старейшина сказал то, что она руками могла здорового бычка перекинуть через забор. То есть он же знал, что она физически сильна и она поможет всему народу. Женщин у ингушей в прошлом называли хранительницами очага, так как очаг считался священным, а огонь был смыслом жизни. И на хрупкие плечи прекрасной половины человечества лежала большая ответственность поддерживать этот огонь. У нас есть картина, посвященная шумерскому периоду, есть картина под названием «Шумерка». На ней изображена женщина в традиционном одеянии для того периода. Также есть картина под названием «Сарматка». Это сарматский период, который предшествовал именно средневековому периоду. Также у нас есть девушка в Курхарсе, тоже картина Хошахмеда Имагожева, нашего народного художника. Еще одно понятие было у всех на устах – суф, в переводе с ингушского «благородная женщина». Такое понятие, как суф, это было присуще очень таким, если можно применить слово, превосходным женщинам, которые отличались особым происхождением и особым отношением к жизни. Они были очень благородными и очень чистыми. Женщины ингушей оберегают, так как их доброе имя – это залог чести и процветания не только семьи, но и всего народа. Если пару веков назад главной задачей женщин было оберегать домашний очаг, то со временем они начали показывать, что хороши не только в готовке и стирке, но и полезны как хорошие общественники. В нашей экспозиции очень много материала, связанных с женщинами, которые в период Советского Союза добились немалых высот на трудовом поприще и представлены к званиям Героев Советского Союза, Героев социалистического труда. Они являлись участниками Великой Отечественной войны. Это сестры Тутаевы, Ужахова Ляля Батырбековна и многие другие наши женщины. На выставке «Женщина. Хранительница народа» мы могли увидеть представительниц прекрасной половины человечества в разные времена. Как они сражались, во что одевались и как горянки отстаивали честь нации в разных сферах жизни.